я выдумал звездная страна. Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замеченный свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Где же счастья острова, где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Мечты, исканье, в ней, пожалуй, каждый побывал. Здесь таланта звездное мерцание и творение приближает идеал. Вглядитесь, сколько звезд на небе, они горят, ярко сверкают, путь каждому таланту освещают. Гармония мелодий и звуков дарит радость, счастье и успех. К мечте идти навстречу может каждый, достичь ее удел лишь тех, кто верен выбранной дороге, кто строит свой усердный путь и на небосклоне этом звездном сможет талантами блеснуть. Добрый вечер, дорогие, уважаемые зрители, гости, участники, ценители академического вокального искусства. Мы рады приветствовать вас на торжественном концерте открытия 22-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, которому в этом году исполняется 30 лет, а также приуроченного к знаковой музыкальной дате 150-летию Сергея Рахманинова и году педагога и наставника, объявленного в России в 2023 году на главной столичной оперной сцене Республики Коми,
на которой в составе труппы театра солистов блистает не одно поколение и призеров конкурса разных лет. Если ты знаешь, зачем? Если ты знаешь, когда. Если ты знаешь, как. Если ты в это веришь, Если ты делаешь шаги навстречу, значит, ты обречен на встречу с мечтой и успехом. Дорогие друзья, ваши аплодисменты солисткам Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми Анастасии Марараш, победитель конкурса 2008 года. Ксении Шабалиной, призеру, победителю конкурса 2004-2006 годов. Яне Пикулевой, победителю конкурса 2014 года. Единственный, неповторимый конкурс «Сказка». конкурс «Мечта». Конкурс, открывающий горизонты. Благодарим тебя. Вы только вдумайтесь, конкурс с 30-летней историей. А началось все в далеком 1993 году в северном городе Инта Республики Коми. Конкурс возник благодаря огромному труду, любви к выбранной профессии, вдохновителей и организаторов, благодаря их стремлению зажигать все новые и новые звезды на небосклоне вокального искусства. Востребованность конкурса была велика с первых нот. Ведь участвуя, вы получаете ценный совет от профессионалов и не перестаете удивляться такому количеству детских талантов. Изначально конкурс затрагивал возрастную категорию от 6 до 9 лет.
С 1998 года основным организатором конкурса становится продюсерский центр Владимира Юрковского. Конкурс приобретает новый виток своего развития, стремительно расширяется география участников, усиливается состав жюри в связи с участием в нем вокалистов, музыкантов и композиторов не только из республики, но и других городов России. В добрую традицию входит проведение концерта членов жюри на открытии конкурса, научно-практические конференции, тематические семинары, мастер-классы членов жюри. Усложняется и конкурсная программа участников, повышается уровень и качество выступлений. Все это предопределяет успех каждого конкурса, укрепляет доверие к нему, подогревает интерес других регионов, поднимает его престиж на общероссийском уровне. В 2005 году конкурс входит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России. В 2008 году конкурс из Инты переезжает в столицу республики Сыктывкар. Учредителями становятся Министерство культуры Республики Коми и Международный культурный фонд «Классика и современность». При поддержке Министерства образования Республики Коми его пропиской стала Государственная общеобразовательная школа-интернат гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова. С 2012 года условия конкурса меняются самым коренным образом. Вводится 4 возрастных категории от 9 до 20 лет. Теперь в нем могут принимать участие не только дети музыкальных и общеобразовательных школ, но и студенты колледжей и консерваторий. Дорогие друзья, поздравления звучат из города Инта. Мое сердце переполняет гордость за наш город, за нашу музыкальную школу, на базе которой 30 лет назад организовался этот замечательный конкурс. Я свидетель этого события и рада, что дожила до таких дней, когда я вижу его процветание, его расширение, его границ. И очень хочу пожелать конкурсу Ольге Сосновской и Владимиру Юрковскому дальнейших успехов, процветания конкурсу. Надеюсь, что это будет еще много лет. Это великое событие для всех, кто любит музыку, кто любит петь, кто хочет заниматься этим серьезно. А участникам конкурса больших успехов и продолжения их творческой жизни. Чем больше будет музыкантов, тем в нашей жизни больше будет радости, счастья. С юбилеем конкурс! Дорогие друзья, мы чуть позже вновь обратимся к славным страницам истории конкурса. Вы знаете, мы неспроста сравнили жизнь этого конкурса с чудесной страной, где сбываются мечты, зажигаются яркие звезды талантов, в которой царит безграничная любовь к вокальному академическому искусству, где живет необыкновенная легкость, вдохновение, искренность, гармония, где рождается мелодия успеха каждого участника. Как Пушкин некогда сказал, стихи я лире посвящал, то нынче вам, друзья, скажу, в единстве творчества и муз, в содружестве искусства тайным, прекрасный создан был союз, светом талантов горит необычайным.
Голос, дарованный свыше, чистой воды бриллиант. Счастье однажды услышать ярко звучащий талант. Это как дар величайший, с тонкой огранкой ли, без, громкий, местами тишайший, он как награда небес. В жизни, на сцене талант, пусть как успех повторится, светом сердец озарится, вспыхнет огнем бриллиант. Дорогие друзья, с огромной радостью мы приглашаем на сцену создателя, вдохновителя конкурса, заслуженную артистку России, народную артистку Республики Коми, лауреата Всероссийского и международного конкурса вокалистов, лауреата премии правительства Республики Коми, награжденную медалью за особые заслуги перед Республикой Коми, солистку Государственного академического театра оперы и балета Республики Коми Ольгу Сосновскую. Дорогие друзья, я счастлива приветствовать вас на 22-м международном конкурсе юных вокалистов, который в этом году отмечает свое 30-летие. Могла ли я, молодая солистка, подумать о том, что конкурс наш тогда, в той далекой Инте, что он дорастет до международных размеров, что он будет единственным конкурсом, путешествующим по миру. Ведь нас уже приглашают даже в Шанхай. И я думаю, что мы поедем в Китай с нашим конкурсом. Вы знаете, я счастлива, что этот конкурс наконец-то пройдет живьем, что мы увидим ваши глаза, услышим живьем ваши прекрасные голоса, что не надо будет смотреть эти видео. Слава Богу, что все уже здоровы. Слава Богу, что мы можем с вами встретиться, пообщаться, потому что, наверное, самое дорогое, что есть на этом конкурсе, это наше живое человеческое общение. То, что мы, дорогие наши члены жюри, которых я тоже бесконечно благодарю, которым я благодарна от всей души, за то, что они приезжают делиться своим опытом, за то, что они так щедро делятся своими знаниями с вами, за то, что мы одна команда, за то, что на протяжении стольких лет мы можем вместе гордиться нашими звездочками, которые, вы знаете, вот кому мы не дали гран-при первые места, они все почти стали профессиональными певцами. Это дорогого стоит, мне кажется. Это говорит о том, что действительно мы выбираем лучших из лучших. И я очень благодарна сейчас педагогам и родителям, и всем участникам, которые приехали сюда с многочисленных уголков нашей огромной страны. Преодолели тысячи километров, чтобы приехать сюда, к нам, в наш далекий, заснеженный уже сегодня Сыктывкар, но такой теплый и горячий, который гостеприимно раскрывает опять свои объятия всем вам. Я благодарна вам за то, что в это тяжелое, непростое время, достаточно финансовое, вы нашли возможность приехать к нам. Потому что мы без вас? Будьте здоровы, крепкого вам здоровья, крепких нервов, крепкой дружбы. Я уверена, что все вы здесь подружитесь и будете переписываться. И самое главное, что вот у нас все члены жюри общаются со всеми участниками. Мы все открыты для вас. Вы можете всегда в любое время написать нам ВКонтакте или еще где-то. И всегда каждый найдет для вас минутку и ответит на письма. Это тоже дорогого стоит. Я благодарна всем нашим членам жюри. Я благодарна всем тем, кто на протяжении всех 30 лет поддерживал нас. Не только финансово, но морально, своими советами. Некоторые даже, извините меня, приносили скрепки, там, бумагу давали и так далее. Это тоже дорогого стоит. Знаете, как это говорится, с миру по нитке, голому рубашка. И вот таких высот достиг наш конкурс. Я бесконечно благодарна городу Инте, который, вот Александр Дмитриевич Подушка, такая идея ему пришла в голову, которому пришла такая идея, и вот благодаря многим-многим людям эта идея развилась и приобрела вот такой огромный масштаб. Поэтому, друзья мои, дерзайте, творите, мечтайте, а мы будем эти мечты помогать вам исполнять
И вот здорово, что в нашем Сыктывкаре мы имеем возможность слушать на этой сцене или на других ли сценах нашего города вот этих восходящих звездочек. И во втором отделении вы услышите, которые уже реализовали себя, которые являются солистами больших-больших театров. Итак, в добрый путь, мои дорогие. Всех очень люблю. Всем желаю, самое главное, крепкого здоровья. Спасибо. Уважаемая Ольга Александровна, дорогие друзья, для приветствия и поздравлений приглашаем на сцену архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Петерима. Дорогая Олечка, дорогая моя сестричка, дорогая наша патриот Родины, женщина, гражданка и замечательная мать. Сегодня 30-летие прекрасной организации, у истоков которой в Инте вы были. А я кормлял в Троицком храме Инты ваши все деяния, но тогда мы были знакомы заочно по афишам этих домов культуры, где я крестил до 500 человек в день. Я кормлял Печору, Инту, до Воркуты. И потом меня перевели в Ульяновский монастырь, в Кускуловский район, а Олечку перевели сюда, в театр оперы и балета. Вот так мы с ней решили покорить столицу оба. Я еще простым священником. А потом в 98 году ее второй сын, Лешечка, поперек коечки моей игуменской, лежал, пока Оля, уже вступившая в академический хор Нефедовой, Царство Небесное Светочке, вот, пела блаженные в храме в Ульяновом монастыре. А Леша пролежал 1,5 часа службы, а после мы за чаем сидели, и он все не хотел там уходить с этой постели, молчал, и как вот было такое блаженство. И мы тогда с Юрием Алексеевичем Спиридоновым очередной концерт здесь смотрели и говорим, как изменился в лучшую сторону голос у Олечки Сосновской. То есть эти годы все я, оказывается, рядышком был. И всегда молился, всегда благословлял. И сейчас, когда трудности, и когда в трудностях Господь не оставляет, мы вспоминаем эти псалмы. И Олечка сейчас солирует в нашем Стефановском кафедральном соборе. Больше, чем здоровые солистки даже этого театра, надо сказать. Так что очень большая умница, очень хороший верующий человек. И я удивляюсь таланту ее и то, что какого мужа она подобрала. Это продюсер ее все на свете. Это человек такой привязчивый, неотступный в своих прекрасных убеждениях, ценит ее характер. Мы думаем, что мы только Олечку все так любим за талант, за все. А вот откуда вот муж так, сам тоже солист, а откуда он так ценит? Вот таких мужей бы побольше, да. Но таких жен, во-первых, потому что она, как говорится, это звездочка. Я всегда об этом знал, и пусть эта звезда горит 100 лет без ремонта, а дальше, Олечка, как хотишь. Ну а цветы у ног — это символ той высоты, куда сейчас эта звездочка дошла. Сияй, свети, Божье благословение имеет ено целостины энешекеткады, и пусть Господь помогает в эти трудные годы. И пусть этот концерт еще будет одной звездой, светящей нашей спецоперации. Пусть побеждают наши ребята и возвращаются живыми, в том числе и вдохновением Ольги Сосновской и ее нестарейшим международным конкурсом с праздником. Мы наслаждаемся музыкой, восхищаемся пением, виртуозностью исполнения, понимая, что это необходимо нам. Ольга Александровна, примите, пожалуйста, поздравления от исполняющей обязанности министра образования и науки Республики Коми Натальи Владимировны Якимовой.
жители Республики Коми, гости нашего прекрасного Коми-края, Ольга Александровна, Владимир Иванович. От имени главы Республики Коми, от всего правительства и, конечно, от нашей замечательной большой детской отрасли образования я приветствую всех нас на таком юбилейном, красивом, торжественном открытии, к счастью, еще одного конкурса. Вы знаете, это конкурс «Мечта». Сначала это мечта двух людей, которая окрепла, которая стала реальностью. И практически с первого конкурса это стала мечта каждого ребенка. Потому что мы знаем, как дети готовятся к этому конкурсу. Вместе со своими педагогами, наставниками, с родителями. Как они его ждут, как они радуются и победам, и где-то даже неудачам. И как действительно серьезно меняется судьба каждого ребенка, который проходит через это удивительное мероприятие. И их мечты сбываются. Они выходят на разные сцены, они прославляют нашу Республику Коми. Этот конкурс — это визитка нашей республики. И какое счастье, что он путешествовал и уверенно будет путешествовать и дальше не только по нашей прекрасной России, но и за ее пределами. Ольга Александровна, Владимир Иванович, разрешите, я вас тоже приглашу на эту сцену. Я не могу отказать себе в этом удовольствии. Пожалуйста, придите к нам. Здесь он. Вы знаете, в год педагога и наставника, объявленный нашим президентом в Российской Федерации, год молодежи, который объявил наш глава в Республике Коми, все не случайно. И юбилей вашего конкурса и ваше дело, оно тоже говорит о том, насколько все правильно, все складно, ладно. Потому что мне бы очень хотелось, чтобы в первую очередь сбывались ваши мечты. Хотя, мне кажется, вы уже мечтаете со всеми нами. И чтобы сбывались мечты каждого ребенка, каждого подростка и каждого молодого человека. И пусть у каждого из них случаются такие удивительные истории. Конкурсы, мероприятия, самое главное — встречи, правильно вы сказали, встречи с людьми, которые круто меняют их жизнь. Это здорово. Я благодарю вас за то, что вы, несмотря ни на что, вы настолько сделали этот конкурс уникальным, действительно такого больше нет. Сколько он изменений претерпел, сколько трудностей пережил, но от этого он становился лучше, краше, добрее, самое главное — счастливее, выносливее. Дай Бог вам здоровья, счастья, чтобы вашего здоровья и счастья хватило на всех конкурсантов, потому что они у нас удивительные, это наши дети. Благодарю вас, этот букет от главы Республики Коми, Ольга Александровна. Разрешите вас обнять. Спасибо. Ну, а все-таки это старт конкурса. Пусть каждому светит звездочка удачи. Пусть каждый действительно получит удовольствие от общения. И пусть сбудется мечта каждого участника этого конкурса. Искренние вам слова благодарности и удивительных конкурсных дней, как и обычно. Для души человека музыка играет ту же роль, что воздух для его легких. Незримая, невесомая, она окружает, вдохновляет каждого из нас.
Партитура международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, несомненно, соткана из партий вдохновения, любви к вокальному искусству, преданности, традициям, возможности раскрыть свой талант, трудолюбия и целеустремленности, незабываемых встреч с профессионалами оперной сцены, ярких эмоций, впечатлений, новых неординарных идей. Ее смело можно назвать партитурой успеха каждого причастного к этому конкурсу. В 2013 году, в честь своего 20-летнего юбилея, конкурс впервые вышел за пределы республики и проводился сразу в 2 регионах России – в Красноярске и Петрозаводске. На такие эксперименты ни один конкурс в нашей стране еще не отважился. Это, несомненно, открыло возможность для участия вокалистов со всей страны с целью популяризации конкурса в России, развития юных талантливых певцов, содействия в их перспективном обучении, развитии и продвижении, взаимодействию, поддержке, повышению квалификации, обмен опытом и информацией для педагогов. Итог – рекордное для конкурса число 194 участника. Приятно отметить, что лауреаты и победители конкурса всегда находятся в поле особого внимания Ольги Александровны. Она с интересом следит за их успехами и всегда бесконечно рада встрече с ними. Так, в апреле 2014 года в Сыктывкаре впервые за всю историю состоялся концерт лауреатов прошлых лет с 2008 по 2013 годы. Концерт с великолепной программой, произведениями, сложными даже для взрослых исполнителей, прошел на очень высоком уровне. Все получили массу ярких впечатлений. Конкурс дарит незабываемые впечатления, открывает таланты в двери в великолепный мир вокального искусства. За 3 десятилетия в детском и юношеском вокальном состязании приняли участие более, вы только вдумайтесь, 2500 вокалистов от 9 до 21 года. Почетные звания и призы были вручены более 300 начинающим певцам, а членами жюри в разные годы становились более 70 специалистов. Конкурс живет, развивается, поддерживает интерес потенциальных участников современными нововведениями, такими как телефонное голосование. Этот эксперимент позволит почти в реальном времени следить за ходом конкурсных прослушиваний. На сайте конкурса можно было отдать свой голос понравившемуся участнику. Таким образом выявлялся победитель приза зрительских симпатий. Это возможность оценить свои силы для участия в сложных вокальных баталиях. Дорогие друзья, внимание на экран. Добрый день, дорогие участники конкурса. Мы очень рады, что в этот юбилейный год мы наконец-то встретимся не онлайн, а очно на прослушиваниях этого замечательного молодежного конкурса. Хочется всем пожелать большой-большой удачи, конечно же, призовых мест на этом конкурсе, творческого порыва, творческого отношения, музыкальности, артистизма. Будьте красивы, будьте счастливы выступать в этом состязании. Мы надеемся, что этот конкурс, как и все предыдущие, опять же покажет нам новых талантов, новых звезд, будущие оперной сцены и концертных залов. И очень надеемся, что вы все будете счастливы и здоровы, и мы очень будем рады общаться с вами. Всего вам хорошего и желаю удачи. Buongiorno a tutti, sono Simone Marziali, direttore d'orchestra, agente lirico e direttore artistico della famosissima Accademia Verdiana Carlo Bergonzi di Busseto. Sono qui a Busseto, la patria di Giuseppe Verdi, e da qui voglio farvi tantissimi auguri per la 30ª edizione del concorso Olga Sosnovskaya. Purtroppo non potrò essere lì con voi, vi auguro buon lavoro e sarò con voi con i miei pensieri e col mio cuore. Всего доброго, удачи и до новых встреч. Друзья,
Сегодня в зале присутствует человек, который не пропускает ни одного концерта, ни одного прекрасного события в театре оперы и балета, потому что очень любит это искусство. На сцену приглашается Валентина Васильевна Жиделева. Добрый вечер, дорогие друзья. Как приятно, когда тебя просто так называют, потому что ты любишь то дело, которым занимаются те, кто почти ежедневно выходят на наши сцены. Поэтому в первую очередь благодарность нашим замечательным артистам Республики Коми, музыкантам, всем. Дорогие друзья, я вспоминаю далекий 1993 год. Это очень непростое время, когда рушится многое, те связи, которые были, в том числе и те наши музыкальные традиционные конкурсы Великого Советского Союза, и когда решается судьба, каким же путем будет развиваться искусство, в том числе и в нашей республике. И хочу выразить благодарность тем руководителям культуры, которые были в республике в те годы, тем нашим замечательным исполнителям, которые первую задачу, которую перед собой поставили, необходимо сохранить классическое искусство. И в этот период появляются и конкурсы именно классических направлений музыкантов. Я помню, что появляется первый конкурс профессиональных исполнителей на коми-языке. То есть профессионалы ставят вопрос о том, что необходимо сохранить все то лучшее, что было в нашей республике. И вот замечательная пара, молодая Ольга Сосновская и Владимир Иванович Юрковский, которые, безусловно, являются истинными служителями классического искусства, задумываются над тем, а какова же будет судьба наших деток. Потому что если вспомнить, помните, Светочка, что лилось с наших экранов, это же страшно было. Моему сыну было в тот период 5 лет, и с ужасом иногда выключала телевизор, потому что страшно было, смотрю, он уже папа классический певец, а ребенок поет непонятно что. Так вот, друзья мои, объявляется первый конкурс. Да, в Инте, и сегодня еще будут выступления здесь из Инты, но конкурс для практически самой маленькой возрастной группы. Мы начинаем готовить к классическому искусству вот тех маленьких наших деток, которые приехали на первые последующие конкурсы. А затем конкурс стал развиваться. И сегодня уже вехи были названы. 4 сейчас возрастных категорий. А что это значит? И вот теперь я хочу сказать несколько слов, как депутат Государственного совета, как человек, который в том числе курирует развитие культуры и искусства. Вот мы здесь сегодня присутствуем, у нас много депутатов, а Надежда Борисовна Дорофеева возглавляет социальный комитет, на котором рассматривается в первую очередь программа развития культуры в Республике Коми. И я хочу сказать, что вместе с правительством, с уважаемой Натальей Владимировной Якимовой, министром образования, с уважаемой сегодня Марией Алексеевной Балмастовой, министром культуры, мы, рассматривая программу развития культуры, в первую очередь говорим о том, какая же система заложена для того, чтобы мы дали возможность развиваться нашим деткам, в том числе во всех областях культуры.
И я сегодня с гордостью говорю о том, что в Республике Коми создана эта система, потому что та сеть наших учреждений образовательных и нашего основного образования в наших школах, наше образование музыкальное в наших учреждениях, дополнительного образования в музыкальных школах, оно сегодня находится на высочайшем уровне. На прошлой неделе в нашей республике работала 64-я парламентская конференция нашего Северо-Запада. Были все руководители законодательной власти, и все они отмечали. А мы показали эту систему, я благодарна и гимназии искусств, Валентина Михайловна здесь, Ремунец присутствует. Мы показали то, чему может гордиться не только Республика Коми, а вся страна. Вот поэтому участников конкурса вокалистов на приз Ольги Сосновской с каждым годом становится все больше и больше. Мы подпитываем эту систему. И, слава Богу, сегодня юные музыканты могут участвовать, побеждать, а затем блистать на наших сценах. За это и Ольге Александровне, и Владимиру Ивановичу поклон от нас, от всех. Ну, а мы, депутаты, будем и дальше думать над тем, каким образом нам пополнять бюджет учреждений культуры, наши призовые фонды, чтобы наши конкурсы были всегда красивы, желанны и любимы. С праздником! Дорогие друзья, отдельной яркой партией в партитуре конкурса прописан победитель конкурсов Фонда президентских грантов и Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура», долгосрочный проект Международного культурного фонда «Классика и современность», международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, юбилейный транзит 2019-2021. Юбилейный транзит – это проект, позволивший расширить географию конкурса, что дало возможность увидеть большее количество, несомненно, талантливых вокалистов с разных уголков нашей необъятной страны и даже зарубежья. И в каждом городе проведения конкурса были свои изюминки и открытия. Участники выступали, вы только послушайте, на лучших сценах России. Можно сказать, что погружение участников в атмосферу оперного искусства было полным. Это доброжелательная атмосфера конкурса, плодотворная работа на мастер-классах, получение обратной связи от членов жюри и, конечно, новые планы и перспективы. Юбилейный транзит – это большая, одухотворенная, светлая семья талантливых участников, педагогов, членов жюри, которые знают, что воспитание музыкальным, вокальным искусством – это гармония не только в музыке, но и в жизни. Гала-концерт юбилейного транзита 2019-2021 состоялся в Москве, в Рахманиновском зале Московской консерватории. Это было приятное погружение в недавнюю историю проекта, в мир музыки и прекрасного вокального мастерства, ярких молодых талантов, в жизни которых конкурс, несомненно, сыграет главную роль, а также станет путеводной звездой в их профессиональном самоопределении. Приветствую тебя, участник 22-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. 3 года назад при подготовке к конкурсу я испытывал те же эмоции и волнения, что и ты. И сейчас искренне желаю тебе удачи, но не советую полагаться только на нее. Лучше опирайся на свой талант, музыкальные способности, качественную подготовку и работоспособность. Доверяй своему педагогу, и это обязательно приведет тебя к успеху. Хотелось бы, чтобы у тебя хватило сил, времени, терпения и здоровья пройти все этапы конкурса и получить заслуженную, достойную победу.
такую атмосферу они вносят в этот конкурс. Прям действительно ты приезжаешь, они тебя встречают с таким трепетом, тоже вот душевно, прям как будто домой к себе попадаешь, правда. Вот потому что сейчас я приехала одна в Москву. Вообще первый раз я приехала куда-либо за пределы своего города одна. И вот чувствую себя как-то спокойно, прямо под крылышком. Вы знаете, с этими удивительными ребятами вы еще встретитесь. Конечно, за всю историю международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской его лауреаты успели вырасти и стать профессиональными солистами. Многие из них работают в больших репертуарных театрах, выступают на ведущих оперных сценах России и мира, и конкурс по праву ими гордится. Именно поэтому ярким событием юбилейного транзита стал концерт лауреатов, обладателей гран-при разных лет, уже состоявшихся профессионалов, работающих на лучших оперных сценах нашей страны. И подтверждением тому были эмоции, радость, счастье благодарных, восхищенных зрителей. Для поздравления на сцену приглашается заместитель министра культуры и архивного отдела Республики Коми Константин Баранов. Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать сегодня в этом зале. Хочу сказать, вот мне очень понравились слова Виктора о том, что, вот, ребят, вы на удачу надеетесь, а сами не плашайте, открывайте все свои таланты. И самое главное, я хочу пожелать всем участникам, кто сегодня приехал, я хочу поблагодарить всех, кто до нас добрался, приехал. Мы с удовольствием покажем все наше гостеприимство, покажем всю нашу теплоту и как мы умеем встречать всех наших гостей. Я хочу сказать особые слова благодарности членам жюри. Я знаю, что некоторые члены жюри только сегодня приехали с гастролей, буквально пару часов, и они здесь будут оценивать вас. Поэтому хочу также пожелать удачи членам жюри. Я хочу поздравить с 30-летием, я хочу поздравить с такой замечательной датой. И вот Ольга Александровна сказала, что скоро в Шанхае, наверное, поедут, ну, наверное, точно поедут. Я хочу пожелать, чтобы конкурс рос и развивался, чтобы конкурс становился сильнее, становился богаче. И те 5 континентов, ну давайте 6 континентов, чтобы покорились этому конкурсу. Всем удачи. Спасибо большое. Достучаться до каждого сердца, найти отклик буквально у любого способны только люди, обладающие талантом, мастерством и невероятной преданностью к выбранному делу. А еще продлить свой талант и мастерство в учениках, зажигать новые звездочки на небосклоне вокального творчества. Эта идея связывает многих участников конкурса, победителей, обладателей гран-при, педагогов, высокопрофессиональных членов жюри. Я замираю на мгновение. О, как же музыка чудесна! Звучит чарующее пенье, и песня эта мне известна. Душа то нежно-нежно тает, а то горит и ввысь стремится. Восторг ваш голос вызывает. Мне есть у вас чему учиться. Любовь к вокалу, несомненно, вы мне смогли привить навечно. И я за это откровенно благодарю вас бесконечно. Дорогие педагоги участников конкурса, уважаемые жюри, просим вас подняться в зале. Пожалуйста, осветите зал, чтобы мы увидели наших педагогов. Пожалуйста, уважаемые зрители, искупайте в аплодисментах этих удивительных людей. Каждый из них растворяется в своем ученике. Пусть эти аплодисменты прозвучат приятной музыкой признания вашего профессионализма в год педагога и наставника в России, дорогие учителя. Аплодисменты. Прямо сейчас я приглашаю на сцену человека,
без распоряжения которого этого конкурса бы не состоялось. Уважаемый Александр Николаевич Попов, под овацией всего зала приглашаем вас на сцену. Будучи мэром города Интан, Александр Николаевич подписал распоряжение и дал путевку в жизнь замечательному конкурсу. Добрый вечер. Добрый вечер, Сыктывкарцы и гости города. В нашей жизни случаются такие события, значение которых можно оценить только по истечении большого отрезка времени. В моей судьбе это конкурс на приз Ольги Сосновской. Никто тогда не мог предположить, что городской конкурс для малышей практически 6-9 лет превратится в международное событие, международный конкурс, в котором будет принимать участие такое большое количество певцов, и который выпустит в свет такое большое количество настоящих артистов. Ольга Александровна, спасибо вам большое. Владимир Иванович, спасибо вам большое. Нам всем повезло. Поздравляю! Участникам желаю хорошего настроения, хороших взглядов. А всем остальным, всем нам, зрителям, ярких впечатлений. Пусть нам всем повезет. С праздником! Друг, плечо, замечательный человек, режиссер, педагог, почетный деятель искусств Республики Коми, заслуженный работник Республики Коми Владимир Иванович Юрковский. Дорогие друзья, я поздравляю всех нас с этим событием. На самом деле 30 лет кажется, ну, для истории, да? Но для конкурса, наверное, это очень много, потому что, ну, если каждый раз в 2 года организовывать этот конкурс, то это уже серьезное событие. Я завидую молодым, юным, красивым, талантливым, потому что их жизнь творческая только начинается. В 92-м году, в 93-м году вместе с рождением этого конкурса я первый раз после окончания ГИТИСа вышел на эту сцену и проработал здесь 11 лет. Потом был перерыв, потом я вновь выходил на сцену и завидовал тем, кто продолжает это творчество. Сегодня я в другой ипостаси, но вот это детище, ну, естественно, мы не бросим никогда. А это значит, что мы с вами, я уверен, будем оставаться друзьями многие годы. Дай Бог здоровья педагогам, потому что они, именно вы, дорогие педагоги, отдаете, я всегда это не устаю повторять, большую часть своей жизни отдаете, наверное, не своим собственным детям порой, а именно вот этим вот замечательным, маленьким, талантливым. Мы все время говорим маленьким почему-то, да, но ведь среди этих маленьких мы тех же 20-летних тоже называем маленькие, потому что не случайно этот конкурс называется «Юных вокалистов». Да, сегодня опера помолодела, мы это знаем, и очень сильно помолодела, но все равно это только начало жизненного пути. И дай Бог, чтобы те юные вокалисты, которые потом пойдут хорошими, красивыми, широкими шагами по своей творческой жизни, по многочисленным, красивым, серьезным, всемирно известным сценам, не забывают о том, что когда-то они были совсем юными. С праздником, друзья! За 30 лет существования конкурса в состав жюри входила целая плеяда специалистов по музыке. Певцы, вокальные педагоги, композиторы, музыканты, инструменталисты. Отрадно отметить, что конкурс – это живой организм, который четко реагирует на всевозможные изменения в жизни, вносит новые опции в уже ставшие традиционными мероприятиями, спутниками. Это консультации, мастер-классы, концерт членов жюри.
Открывать новые имена, находить новые грани развития вокального искусства, наполнять музыкой сердца. Все это глаголы действия, и они работают безотказно в команде профессионального жюри сегодняшнего конкурса. Строгого и справедливого, требовательного и доброжелательного, внимательного и отзывчивого, объективного и эмоционального, безгранично талантливого. Концерт членов жюри и лауреатов конкурса – это визитная карточка конкурса. В ней участники знакомятся с членами жюри в деле. А уж это, дорогие друзья, достойно бурных аплодисментов. Так вот, концерт членов жюри и лауреатов конкурса прошлых лет состоится сразу после антракта через 15 минут. С нетерпением ждем встречу с вами. Время пролетит незаметно. Зачем-то? Зачем? До конца? Слушай, просто я сейчас на концерте членов жюри, ну, который концерт.
еще одну штуку проверим.
Здесь звук, да чё ж? Ниже. Пусть неутомимая Творцов природа ручьем талантов зазвенит, приумножая лишь их год от года, на крыльях муз к сердцам летит. Дорогие друзья, мы начинаем концерт, в котором участвуют члены жюри нашего конкурса и лауреаты-победители. Итак, председатель жюри, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми, лауреат международного и всероссийских конкурсов, президент Международного культурного фонда «Классика и современность», почетный гражданин города Сыктывкара, ведущая солистка Академического театра оперы и балета Республики Коми, преподаватель колледжа искусств, председатель и член жюри многочисленных международных и российских конкурсов и фестивалей Ольга Александровна Сосновская. Заслуженная артистка России, профессор, почетный работник культуры Кузбасса, дважды лауреат премии Кузбасса, лауреат международного конкурса, ведущая солистка Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского, соучредитель и председатель Совета Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского, заведующая кафедрой сольного пения и оперной подготовки Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского, Баранова Вера Павловна, член жюри конкурса 2013 года. Пианист-концертмейстер, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания, обладатель благодарности администрации президента Российской Федерации, Федерального собрания Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры и искусства Российской Федерации, дипломов лучший концертмейстер многочисленных конкурсных программ. С 2006 года был постоянным партнером концертов с выдающейся певицей, народной артисткой СССР Еленой Образцовой. Кузнецов Анатолий Юрьевич, город Санкт-Петербург, член жюри конкурса 2020-2021 годов. Доцент вокального Фуянского педагогического университета Китая, лауреат международных вокальных конкурсов, режиссер, педагог, автор книг и публикаций по преподаванию вокала и мастерству сценических выступлений, госпожа Ли Шань, Китайская Народная Республика, город Фуян, в составе жюри этого конкурса впервые. Заслуженная артистка России, профессор, преподаватель кафедры сольного пения Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени Герцена, лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Мариинского театра Павловская Татьяна Геннадьевна, город Санкт-Петербург, жюри впервые. Заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат международных конкурсов, солист Самарского академического театра оперы и балета Святкин Василий Николаевич, город Самара, жюри конкурса Ольги Сосновской 2010 года. Профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заведующая кафедрой сольного пения Института музыки, театра, хореографии Российской государственного педагогического университета имени Герцена, более 35 лет работает с детскими голосами, член жюри многочисленных международных конкурсов и фестивалей, художественный руководитель международного конкурса имени Бориса Штоколова в Санкт-Петербурге, Смелкова Татьяна Дмитриевна. Почетный член жюри конкурса Ольги Сосновской 2006 года. Дорогие друзья, наступает тот момент, которого мы все очень ждали. Чайковский
Песенка Томского из оперы «Пиковая дама». Рахманинов «О нет, молю, не уходи». Исполняет Василий Святкин. Партия фортепиано Анатолий Кузнецов. Когда я не свидался,
Сейчас прозвучат два произведения Сергея Рахманинова. «Здесь хорошо» и «Не пой, красавица». Исполняет Вера Баранова. Партия фортепиано Анатолий Кузнецов. Взгляни,
Моцарт, ария графа Альмавива из оперы «Свадьба Фигаро», Рахманинов «Вчера мы встретились». Исполняет студент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат международных конкурсов, солист Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина Алексей Юрковский. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Наталья Зайцева. Да, Рубочкин сын. Младший. Младший. C'è vinta la causa, cosa sento? In qual occhio io cadea? Perfidi, io voglio di tal modo unirvi. A piacer mio la sentenza sarà. Ma se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi Antonio, che un incognito Figaro ricusa di dare un nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecato, tutto ciò un raggiro. Il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio. E un ben che non desio, egli posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unito un vil oggetto, e me destò un affetto, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio, e men che non desio, egli posseder dovrà. Vedrò per man d'amore, unito un vil oggetto, che in me destò un affetto, che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò, vedrò. A no, lasciarti in pace, non potrei star contento. Non nascesti audace, non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse per ridere di mia infelicità. La speranza sola, quelle vendette mie, quest'anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar mi fa.
говорить хотел, она же ради Бога велела молчать. И отвернулась, и брови сдвинула, и выдернула руку. Моцарт, арию Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» исполняет Ольга Сосновская, партия фортепиано Анатолий Кузнецов. E
Доницетти, дуэт Адины и Немарино из оперы «Любовный напиток». Исполняют солистка Академического театра оперы и балета Республики Коми Анастасия Марараш и солист Большого театра, приглашенный солист театров «Новая опера», «Геликон опера», Большого театра Беларуси, театра Россини в Пизаро Валерий Макаров. Come esser de potente, la tua virtù se non bevuta ancora, di tanta gioia già nel cuor mi pende. Ma perché quell'effetto non mi passio vedere, prima che un giorno intero non sia trascorso, bella sì. Oh buono, oh caro, un altro sorso. Oh quel divenne in vento dolci calor di scuore. Oh forse anch'essa, forse la fiamma incesa incominciata in te. Certo la sente, me l'annunzia la gioia e l'appetito che l'immenso in un risveglio tutto in un tratto la 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 Ой, веселый, кто это? О, Немарино! Стал он весел, отчего? La diamine ed essa ma no non ci appressiam de miei sospiri non si stanchi tant'è tamani adorarmi dorrà quel cor spietato. Не глядит на меня, он изменился.
consente. La 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 Он больше не страдает. Ох, как же я страдаю! Он больше не страдает. Ох, как же я страдаю! Esulti pur la barbatas, trepacque le vite. Domani brano termine, domani m'amerà la banda, domani m'amerà, sì m'amerà. La barba,
Доницетти, ария Леоноры из третьего действия оперы «Фаворитка». Исполняет солистка Академического театра оперы и балета Республики Коми Яна Пикулева. Партия фортепиано Анатолий Кузнецов.
Маргарита из оперы «Фауст», «Ардите», «Поцелуй» исполняет выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, гран-при конкурса 2010 года Ираида Николаева, «Гаевая». Партия фортепиано Анатолий Кузнецов. Thank you.
Дели, дуэт «Лакме и Маляки» из оперы «Лакме». Исполняют Анастасия Марараш и Яна Пикулева. Партия фортепиано Анатолий Кузнецов. Oh,
Китайская песня. Исполняет Шань Ли. Партия фортепиано Наталья Зайцева. Перевердиев, Добронравов, Маленький принц, Варламов вдоль по улице метелица метет. Исполняет учащийся хорового училища имени Свешникова, обладатель гран-при конкурса, приглашенный солист Большого театра России Виктор Скоробродов. Партия фортепиано Наталья Зайцева.
ария Адрианы Лекувре из оперы «Адриана Лекувре». Исполняет Татьяна Павловская. Tutti usciti, ogni storia si è chiusa all'audacia. Così non fa tutti usciti, Se ogni storia si è chiusa all'audacia, vergogna serale.
Каватина Тонио из оперы «Дочь полка». Исполняет Валерий Макаров. Лиган, дуэт Ганны и Данила из оперетты «Веселая вдова». Исполняют Татьяна Павловская и Алексей Юрковский.
Сподовекия, ария Мирандолина из оперы «Хозяйка гостиницы», украинская народная песня «Ой, я знаю, еще грех маю» исполняет студентка 4-го курса Сибирского государственного института имени Дмитрия Хворостовского, дважды лауреат Гран-при Екатерина Бегунович. Партия фортепиано Наталья Зайцева.
Штраус «Полька в детской». Ламбле «Смех мимозы» из оперетты «Гейша». Исполняет солистка Академического театра оперы и балета Республики Коми Ксения Шабалина. Партия фортепиано Анатолий Кузнецов.
он их очень много рассказала я. Но рассказать мешает всего смешливость не моя. Рассказ начать хочу, как сильно как хочу. Мне при рассказах все всегда мешает тебе. Никак не узнаю, хоть это глупо сознаю. Историй много интересных знаю я, они свидетельства с ума. Но рассказать не в силах мои друзья, я как хочу всегда сама. Я как хочу всегда сама. Рассказ тогда смешон, что устоять нет сил и не могу. Со мной случилось только, что хочу вам рассказать. Цветы хотела я купить, каюту, чтобы убрать. Вдруг вижу на углу смешной цветочек, я к нему. Забыла кошелек. Что делать не вдомек? Схватила я цветы и говорю: послушай ты. Ему хотела я сказать мой милый друг, ступай за мной по берегу. Но понял, в глазах пришла такой испуг, боялся попасть в берегу. Боялся попасть в берегу. Он сразу побежал и жалобно кричал: послушайте, я не продавец цветов, я сам купил цветы для своей невесты. Русская народная песня «Вдоль по Питерской» исполняет Алексей Юрковский, партия фортепиано Наталья Зайцева. Вдоль по Питерской
наши зрители, мы приглашаем на сцену всех участников концерта. Цветы от главы Республики Коми. Цветы всем участникам сегодняшнего концерта. Желаю вам удачи, дорогие участники и педагоги!